Далеко-далеко, где кочуют туманы, где от легкого ветра колышется рожь, ты в родимом краю у степного кургана, обо мне вспоминая, как прежде живешь, от далекого друга день и ночь непрестанно, дорогой, желанной, ты все весточки ждешь от далекого друга, день и ночь непрестанно. Сейчас же меня переполняет опять вновь воспоминания, вы меня понимаете, да? Я начну с того, что когда мне было 12 лет, я влюбилась. Я не скрываю, я влюбилась в Муслима Магомаева. Следила за его творчеством. И когда я, будучи студенткой в Волгограде, Волгоградского педагогического института, мне посчастливилось попасть на его концерт. Он приехал в Волгоград, в дворец спорта, а я была на первом месте. Я подошла к нему с розами, подошла к нему, вот так приблизилась к нему, вот так. Я ваша землячка. А он так меня обнял, он говорит, очень приятно. Вот это мгновение я вспомнила на всю жизнь. Но потом редко бывало видеть, но я не была фанаткой, как сейчас все говорят, не ходила по пятам, но знала, что человек творческий, да, болеет. И вот один раз мне дочка позвонила в конце октября и говорит, мама, твой Муслим Магомаев умер. Но я взяла себя в руки и пошла к концертному залу Чайковского. И когда я стояла в очереди, я купила 11 роз, как живому. Я не помню, откуда у меня пошло, я стала рыдать. У меня было, знаете, все равно, кто на меня смотрит, кто на меня не смотрит. Просто вот это всплеск, вот это слезы. Меня сняли на Первый канал, пригласили там на Андрея Малахова и так далее. Меня 3 дня трясло. Меня просто трясло. Меня выходила дочка. Это не пустые слова. Я сама педагог с 30, почти 40-летним стажем работы с детьми, работы младшего школьного возраста у нас в городе Видное. Вот. Я никогда ни о чем не писала, работала. И вот я дала сама себе клятву написать роман, посвятить этой чете Магомаева-Синявской, во что бы то ни стало, этот роман увидит мир. Вот поставила, значит, купила я компьютер крутой и начала печатать. Училась печатать. Но по работе надо было. Я писала, 2 года я работала над этим романом. 2 года ровно. Ну что, рукопись написала. Что теперь делать дальше? Дальше надо, чтобы показать, кто-то прочитал. А я думаю, ладно, если обсмеют меня люди, то у меня внучка растет, щепка умная, она напишет. Но свет увидит этот роман. Я обратилась к критику мировой литературы Алексею Павловичу Зименкову. Он у нас в городе Видное живет. И вот 2 недели трясла. Что же он скажет? Вот я вам говорю честно. Наконец он мне позвонил и говорит, такой он критик у нас. Тияра, где ты нашла такой алмаз? Нужна бриллиантовая огранка. Я плакала. Потом начала я искать редакторов. Но все-таки я педагог, надо редактирование. Я не знала, что делать. Я обратилась к мэру нашего города, Моисею Исааковичу Шмаилову. Он бывший бакинец. Я говорю, Моисей Исаакович, помогите мне, пожалуйста, с редактором. Он говорит, где ты была раньше? Он меня направил к Золотому перу Московья, к плотнику Алексею Васильевичу. Я пошла к нему, я говорю, я от Моисея Исааковича. Он говорит, Тияра, ты знаешь что, если мне не понравится, я не буду редактировать. Ну что, опять я жду, опять я трясусь. И вот он
мне звонит и говорит: Моисей Исаакович, говорит, ты что не звонишь? Позвони Алексею Васильевичу. Я позвонила, а он мне говорит: я без слез не мог читать, буду редактировать. Ну что, отредактировали мы, а мне говорят, значит, у меня была задумка написать «Ты моя мелодия», я книгу-то хотела назвать. Собирала материалы потихоньку, а мне говорят: без разрешения Тамары Ильиничны Синявской ты никакого права не имеешь печатать. Она жива. Ну что делать? Мы с Алексеем Васильевичем Плотниковым пошли к Тамаре Ильиничне. Она мастер-класс давала, она нас встретила очень хорошо и сказала: буду читать. И вот полгода длилось. Ну, пока она прочитала, пока туда-сюда, а потом позвонила секретарь, и Тамара Ильинична сама сказала моему редактору: значит, назовите только «Долгая любовь моя». Я даю добро. Я опять плакала. И быстро надо было нам напечатать. Собрала энную сумму и выпустила вот 500 экземпляров в подарочном экземпляре. Я просто раздала все мои книги. Вот свидетели. Спасибо большое. Вот. Ну, вот эти 2 года, что я работала, естественно, надо было сыграть фотографии. Я поехала в Баку, там, где они встретились. Потом, значит, я специально поехала, где жила Тамара Ильинична, где они встретились, в подъезде, где они там стояли, целовались. Вот это мне сделали, вот видите, вот это мне художник сделал, вот такая импровизация. Потом я собрала, значит, сведения о ней. Потом, значит, собрала о нем. И в конце вот мы как с нашей диаспорой ходили, значит, на открытие мемориальной доски у дома Муслима Магомаева. Вот здесь я, внучка моя. В общем, все я собирала, это в подарочном варианте. Вот эта книга, все собирала вот это. Я хочу обратить внимание, что это художественное произведение, основанное абсолютно на реальных событиях, в реальном времени, в реальном режиме. Но в моем видении. Но раскрою, например, маленький секрет. Тамара Ильинична сама, например, говорит, что она, будучи замужней, ну, Муслим Магомедович был темпераментный человек, он как бы влез в их семью, забрал самую красивую невесту, и вот мы, говорит, стояли, говорит, целовались, да, Мороз. И вот шапку она потеряла, она приходит домой, а муж говорит: где шапка? А дальше мое видение, то, что она сказала, я взяла вот из этих лепестков розы, сделала розочку, да. Я хочу сказать еще одну вещь, что одной из главных героинь моей книги является Зарифа Азизовна Алиева. Это на самом деле, это не лесть, мне нечего льстить. Она была очень как бы вхожа, они любили, читали их, любила Магомаева, как своих, как бы, как собственного ребенка, как собственного сына, да, и она сыграла большую роль, их помирила, все это есть в этой книге, вот, ну вот, как я видела, так я и написала. Ну вот, ну читают, все довольны, я опять вам говорю, продажи нет, сейчас я ничего не могу дать. Вот. Иншаллах, как говорят у нас, у мусульман, может быть, когда будет 80 лет, мы сделаем опять вечер, может быть, здесь сделаем, может быть, у нас видно, мы всех приглашаем, и, может быть, мы опять сделаем такую акцию и раздадим книги. Сейчас начинаем уже музыкальную часть нашей программы, посвященной Муслиму Магомаеву. «Синяя вечность». Слова Геннадия Козловского, музыка Муслима Магомаева. Исполняет Мансур Салихов. Встречаем. Добрый вечер, дорогие гости. Я любимый муслим. Море вернулось, голым чаем, песни прибоя, рассвет пробудил сердце как друга, море встречает, сердце как песня.
летит из груди. О, море, море, преданным скалам, и мировую, лишь любовь. Море, возьми меня, дари, дари, парус прибавый, вместе с собой. Грустные звезды, поиска глазки, сквозь синюю вечность летят до тьмы. Море навстречу, детские сказки на синих ладонях несут корабли. Ой, море, предан скалам, и ладоня, лишь прибой. Море, возьми меня, ай-яй, парус прибавый, вместе с тобой. Море, море, предан скалам, и ладоня, лишь прибой. Море, возьми меня, ай-яй, парус прибавый, вместе с собой, с собой, с собой, возьми с собой. Спасибо большое. А эту песню следующую я хочу спеть. Ее очень любил мой отец, потому что он любил, когда Муслим был молодой, он всегда любил петь итальянские песни. И всегда мой отец был летчик, а Муслим любил курить очень много, Мальборо. И нельзя было в салоне самолета курить, и мой отец приглашал его в кабину летчиков, и там он накуривался. То есть вот с этими воспоминаниями эта прекрасная итальянская песня Муслима Магомаева. Называется она, все вы знаете, «Come prima». Come prima, più di prima, t'amerò. E la mia vita, ti darò. Sempre il giorno rivedere, accarezzarti. E le mani, finché ancora. Io al mondo, tu il mondo, sai per me, ma nessuno
come prima, più di prima, come prima, davvero. Grazie, signori. Мансур Саликов, ваши аплодисменты, дорогие. Браво! Воспоминания о Муслиме Магомаеве – это всегда торжество. Торжество искусства, торжество музыки, торжество любви. Но а какое же торжество без торжественной песни? Ее исполняет заслуженный артист России Сергей Каяцкий. Торжественная.
Спасибо. Муслиму Магомедовичу. Дорогие друзья, нашу программу продолжает авторская песня. Автор Муслим Магомаев. Она называется «Азербайджан». Поет Расим Мурадлы. Встречайте. Спасибо. Дорогие друзья, нашу программу продолжает заслуженный артист России Сергей Каяцкий. «Позови меня». И сейчас идет
Жаль, что я снова забыл, если вдруг трудно станет, если вспомнишь ты о любви, позови меня, хоть когда-нибудь позови. Хоть когда-нибудь Сергей Каяцкий. Спасибо. Спасибо большое. Музыкальную программу продолжает песня «Если в мире есть любовь». Слова Роберта Рождественского, музыка Муслима Магомаева. Исполняет Нурлан Бактыбеков. Встречаем. Я первый раз на большой сцене исполняю эту композицию, но благодаря этому человеку я начал петь, изучать классику, классическую музыку. И это следующая музыкальная композиция для вас «Если в мире есть любовь». Песня из репертуара Диго «Регресс ко мне». volar, volar, que alegre
Нурлан Бакбереков. Спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, с приветственным словом на сцену приглашается заслуженный деятель культуры республик Азербайджан и Татарстан Нурия Мансурова. Ваши аплодисменты. Спасибо, Павлуша. Добрый день, дорогие почитатели моего кумира, моего родственника по линии бабушки Татарки. Я понимаю, мы собрались, чтобы слышать как можно больше песен из репертуара муслимчика. Я два слова хочу сказать. Мой отец фронтовик, за плечами которого была Ленинградская блокада, Берлин. После войны он работал с основания до последнего вздоха на телевидении Азербайджана. Он герой войны и труда. Единственный татарин в Министерстве связи Азербайджана, который был удостоен орденом Трудового Красного Знамени Мансуров Зиннатулла Сулейманович. И когда я, придя со школы, быстренько сделав уроки, скажу по секрету, я училась хорошо, и моя мама, как красную шапочку, направляла меня на телевидение, чтобы я папе отнесла горячий обед. Папа меня сажал: Коля, посади Нурияшку, пусть смотрит передачи. И вот туда заходил молодой муслим, худой, будем так говорить, стройный, как вешалка, красивый. Тогда в Азербайджане сняли о нем фильм. Фильм, который назывался «Письмо другу». Но никому сегодня не секрет, что с первой любовью своей, юношеской, он расстался, мирно расстался от этого брака дочка. Потом ему сватали Натаван Шейхову, чей брат тоже работал режиссером на телевидении, Рамис Шейхов. Вот. Но у них судьба не сложилась, но Натаван Хан сейчас преподает в консерватории, не преподавала вот моему супругу Мансуру. Что я хочу сказать? Вы знаете, его любил весь мир. Не только Азербайджан, Россия, весь мир. Он человек планетарного масштаба. А почему? В чем секрет? Я сейчас объясню. Мама его, посмотрите, сколько кровей у него. Мама адыгейка, полутурчанка, бабушка татарка, отец азербайджанец. Он не случайно говорил: Россия моя родина, мама, Азербайджан мой отец. Еще раз поклонимся этому легендарному, моему дорогому, любимому муслиму. И по секрету от автора книги я тоже скажу, я тоже была влюблена. А разве возможно было в него не влюбиться? Я благодарю сегодня всех выступающих от своего имени, ну, по праву родственницы причастной нашего дорогого Павла, великолепный человек, интернационалист душой. Мой отец говорил: доченька, мы на фронте не спрашивали, кто какой национальности, киргиз, татарин, башкир. Мы должны были взять рейхстаг. И ты в жизни должна быть интернационалистом душой, но патриотом своей нации. Если меня родили мама и папа татары, как же я могу себя назвать, например, какой-то другой национальностью, как это в Америке? Давайте будем жить дружно, и как Муслим Магомедович пел: люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, гремит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон, звон летит, летит над всей землею. Мир, люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир, берегите, берегите, берегите
нашего Муслима. Долгие вам лета здравия, покоя, чтобы наша земля не содрогалась, чтобы не было катаклизмов, чтобы наши дети и внуки не видели бомбежек. Здоровья вам всем! Спасибо киргизскому землячеству, азербайджанскому землячеству, спасибо нашим братьям, друзьям русским, что здесь сидят. Мы все сегодня счастливы. Спасибо. И вам огромное спасибо. Спасибо большое, проникновенные, дорогие, очень теплые слова. И, конечно, такие слова достойны нашего глубочайшего благодарения. На сцене вновь заслуженный артист России Сергей Каяцкий. Благодарю тебя. Благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, ведь всем было холодно, а ты за шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю. Нашла за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю за все. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю за все, за все, за все. Заслуженный артист России Сергей Каяцкий. Спасибо огромное. Дорогие друзья, нашу программу продолжает песня о любимом городе детства нашего маэстро Орфея 20 века. Исполняет Расим Нуратлы. Песня «Город мой Баку». Спасибо. Спасибо. Хорошо, музыку.
танцуем. Волна зари качает старый кораблей, миреет, миречает моря голубей. На море полететься, но я не могу. И я хочу, как детство, город мой Баку. Ты вечный солнце, солнце, и настроение. Закатным солнцем одаришь меня. А ночью звезд бликей от твоих огней. И нет мне неба родней, нет земли родней, нет земли родней, нет земли родней. Можно потанцевать, повеселиться. Спасибо Муслиму, что он подарил нам такие песни, что мы можем выступать и нам аплодируют. Спасибо всем. Спасибо огромное, Расим Нураллы. Дорогие друзья, ну что ж, о Муслиме Магомаеве, о его творчестве жизни, о его ярком бриллианте можно бесконечно говорить, бесконечно петь его песни, но, к сожалению, регламент нашей программы, он ограничен, и мы потихонечку приближаемся к финалу. А в финале лучший город Земли исполняет Мансур Салихов. Все танцуют, друзья! Танцуйте, как говорится. Все готовы? Ну? Всегда готовы. Большой рассвета, значит, ты не видал лучшего на земле. Песня поет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Песни про московский. И на и пройтись по арбату, окунись на песком, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата, головой обложи, головы лошадей. Песня плывет, Хорошо, а хорошо жить не забыть. На шагове света, реки и гор, не мешало им, слова ты вспомнишь твои, если только веришь, и видишь раз лучший город земли. Москва, о тебе,
импровизированной сцене мы всех приглашаем сделать памятное фото. Все устроители, все, кто принимал участие в создании этой программы, все, кто выступал сегодня, сам певца земли Муслима Магомаева. Мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч и всех ждем на общее фото. Милости просим, пожалуйста, все сюда. Считаю своим долгом поблагодарить администрацию города Московского и коллектив этого замечательного Дворца культуры за предоставленную возможность еще раз увидеть нашего Орфея 20 века. Спасибо всем присутствующим. Спасибо огромное. Общее фото, дорогие друзья. Сегодня благодарю вас за прекрасный концерт моего любимого и дорогого Муслима Магомаева. Я всегда говорил, будет на концерте Муслим Магомаев? Мне говорили да. Я говорю, будет хороший концерт. Еще раз большое от имени и по поручению партии правительства, от имени Мискома, от имени правкома, очень много здесь гостей из Азербайджана. Широко шагает Азербайджан. Так что мы еще раз вернемся сюда, в этот прекрасный зал Московского дома культуры. Построили при мне, между прочим. Да. Еще раз благодарю вас от всей души. Бурные аплодисменты. Спасибо дорогому Муслиму. Муслиму мы никогда его не забудем. Чок-сахол. До свидания. Я вернусь. Можно. Что может быть такой в прошлом? Муслим Магомедович Магомедов, безусловно, источник гордости, так же, как великий Низами, как Рашид Бейбутов, как Таиф Салахов, для любого азербайджанца. И я считаю, что мы начинаем, так как следующий год 80-летия великого Магомаева, начинаем с серии таких мероприятий именно в Москве и Подмосковье. Этого сделать нам помогут наши очень хорошие друзья. Сегодня прошло очень прекрасное мероприятие, посвященное Орфею 20 века Муслиму Магомедовичу Магомаеву. В этом мероприятии активно участвовали азербайджанская диаспора, киргизская диаспора, татарская диаспора. Я всем благодарен, потому что без общей помощи такое хорошее мероприятие не получилось бы. Татары не диаспора. Да. Ну, я имею в виду. Всем благодарность огромная за то, что все мы вместе смогли такое хорошее мероприятие сделать. Спасибо всем огромное. День и ночь непрестанно, дорогой и желанной, и все весточки ждет.